Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... 1 мая – День единства народа Казахстана. Казахстан – это многонациональная страна, в которой проживает более 150 наций и народностей. Для сплочения этих народов правительством страны проводятся различные мероприятия, одно из которых – празднование Дня единства народа Казахстана. Официальный день праздника – 1 мая. В советское время в этот день отмечали праздник солидарности всех трудящихся. Сегодня это праздник единства всех народов, проживающих на территории Казахстана. Этот яркий весенний праздник проводится в каждом городе Казахстана, где проходят парады и шествия по центральным улицам городов, а также многочисленные увеселительные мероприятия. Глава государства создал такую дружбу, такое поле, такое медиа возможности, что каждый национальный центр мог развиваться и создавать свою культуру, выпускать свои газеты и обычаи, соблюдать обычаи, традиции. И это говорит, что Казахстан является дружеской республикой, Казахстан является университетом дружбы. И в этой дружбе также нашли себе друзей и в своем родном Казахстане азербайджанцы, депортированные с 30-х годов в Казахстан, который стал родиной для азербайджанцев. И сегодня азербайджанцы развиваются на нужном пьедестале, развиваются во всех секторах экономики, можно видеть азербайджанцев. И они также играют немаловажную роль сегодня в развитии Казахстана и развитии экономики. И мы видим, что дружеские отношения между Азербайджаном и Казахстаном на нужном уровне. Наши отцы, деды, прадеды нам давали то напутствие дружбы, то напутствие любви, которое мы обязаны соблюдать. Естественно, наши предки, благодаря великому казахскому народу, в то время выжили, и чем многие сегодняшние азербайджанцы благодарны. И сегодня мы видим дружбу между азербайджанцами и казахами и всеми нациями в Казахстане на нужном пьедестале. Это развитие общества идет благополучно, и глава государства говорит, что вы все являетесь детьми одного дерева. И мы сегодня развиваемся в нужном контексте. Огромное значение имеет то, что в празднике участвуют различные культурные центры с тем, чтобы ознакомить народ Казахстана с традициями других народов. Веселые танцы, спортивные соревнования – все это делает мероприятие одним из самых ярких и любимых праздников для народа Казахстана. Участие в празднике принимают не только культурные центры, но и трудовые коллективы, студенты вузов, представители различных общественных объединений. Этот праздник не просто знакомит народ Казахстана с традициями и культурой других национальностей, проживающих на территории страны. Он призван консолидировать нацию в единое целое. Никогда бойцов не оставляет на покое Родина и долг. Снова май знамена расправляет, призывая в строй бессмертный полк. Герои минувшей войны, погибшие и выжившие в годы военного лихолетия наши отцы, деды и прадеды ценой жизни и мужеством заслужили благодарную память потомков. Берут свои годы и старые раны. А для ныне живущих старых солдат, чья молодость прошла в шинели, а юность перетянута ремнем, фронтовые дороги остаются самой яркой страницей в их богатой на события судьбе. Детский хореографический ансамбль «Джашканат» детской школы искусств имени Шералиева мэрии Бишкека подготовил хореографическую композицию, посвященную 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Я
Челандинова Эльмира Садыковна, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, директор детской школы искусств номер 6 имени Джумамедуна Ширалиева, Управление культуры мэрии города Бишкек. Сегодня мы собрались в замечательном зале Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова для того, чтобы провести спектакль «Живи и помни». Этот спектакль посвящен великой дате – победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме того, этот спектакль еще проведен и в рамках перекрестного года России и Кыргызстана. Над этим спектаклем работал руководитель хореографического ансамбля нашей школы Фаткулин Канат Серкалиевич. Он отличник культуры и образования Кыргызской Республики. Он давно мечтал провести такое музыкально-хореографическое представление, посвященное этой дате. И вот, наконец-то, в этом году это осуществилось. Участники ансамбля – это ученики нашей школы, ученики хореографического отделения. И есть помощники, которые согласились поучаствовать в этом концерте. Предположим, вот Воронцов Игорь Станиславович, ученица Карабалтинской школы, тоже принимает в этом участие. Ну, надо сказать, что дата, конечно, замечательная. 75 лет в прошлом году весь мир праздновал, но в связи с пандемией не был проведен этот спектакль, и вот наконец-то в этом году он состоялся. Надо отметить, что в нашем коллективе работают представители разных национальностей. И все мы живем в дружбе, мире и согласии. Вот, предположим, художественный руководитель Джашканата, Канат Серкалиевич, и вот я, Эльмира Садыковна, мы относимся к казахской диаспоре. Очень много представителей русской национальности, украинской, конечно, кыргызской титульной национальности. И среди участников хореографического ансамбля тоже много деток совершенно разных национальностей. И настолько дружный коллектив, дружат не только дети между собой, но еще и очень активные родители, которые проводят вместе праздники, вместе выезжают на природу, участвуют во всех мероприятиях школы, и не только школы, но города и республики. Вот сейчас среди зрителей я вижу депутата Джигурку Кенеши, руководителя казахской диаспоры Гульшат Кадыровну, которую хотела просто поблагодарить за поддержку, за помощь, по крайней мере, вот в данном мероприятии. Она всегда поддерживает культуру и искусство, и очень много внимания уделяет подрастающему поколению, ветеранскому движению. И вообще надо отметить, что ту победу, которую завоевал советский народ, ведь ковали представители всех национальностей, и рука об руку они шли на фронтах войны и дошли до Берлина, до Рейхстага, и вот донесли до нас этот мир, это согласие, которое мы должны, собственно говоря, вот поддерживать и внушать своим детям, младшему поколению, что только в мире и согласии может процветать наше государство. И наша жизнь не кончится пока. Преподаватель истории, руководитель военно-патриотического клуба «Альтаир», учитель 62-й школы-гимназии. Занимаюсь военной патриотикой. Петрищак Виктор Николаевич. Военная патриотика немного стала забываться. Война ушла. Память стирает свои грани. Наши дети уходят все дальше и дальше. Недавно я спросил ученика школы, кто брал Берлин. Он не знает об этом. Поэтому мне очень странно, и я не хочу, чтобы молодежь забыла историю нашей страны. Я руководитель военно-патриотического клуба «Альтаир», создал музей в нашей школе при помощи нашей администрации и директора. Этот музей подчеркивает все то, чем я занимаюсь. А самое главное – это память о погибших в Великой Отечественной войне, которую мы должны пронести сквозь года. Пока мы помним о них, они живы.
Стихотворения, которые я написал, и данные стихотворения, которые... Это все были мои стихотворения. В данном случае мое стихотворение «Кыргызстан». Я не кыргыз, но я родился тут, где зреет виноград под жаркими лучами ветер, тополя качает у белых, чистых и уютных юрт. Я не кыргыз, но Бог мне эту землю дал, что так прекрасно под лучами солнца, и та земля Киргизии зовется, и я пою ее, и даже сердцем рад. Цвети, земля, цвети, мой дивный край, цвети садами, рощами, полями цвети и умножай плодами. Чудесный край, великий Кыргызстан. Это родина моих отцов, это родина моих дедов. Я горжусь, что они здесь жили, работали, плодились. Благодарен за то, что родили меня. Кыргызстану нашему слава! Турецкое агентство сотрудничества и координации ТИКа начало раздачу пакетов помощи, которые будут доставлены 3000 семей в Кыргызстане в рамках программы «Эренлер Софраси». Турецкое агентство сотрудничества и координации ТИКа в сотрудничестве с Обществом Красного полумесяца Кыргызской Республики предоставило продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и гигиенические принадлежности пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным семьям, живущим в тяжелых условиях, гражданам Кыргызской Республики, пострадавшим от вспышки COVID-19. ТИКа доставила 1350 посылок Обществу Красного полумесяца Кыргызской Республики для доставки нуждающимся по стране. В целом 1000 средств помощи в Рамазан будут предоставлены Министерству здравоохранения и социального развития, а 650 неправительственным организациям. Выступая на мероприятии по доставке, проведенном в офисе Красного полумесяца Кыргызстана, координатор Бишкекского программного офиса ТИК Осман Уста отметил, что в рамках объявления 2021 в Турции годом Юнуса Эмре, годом Хаджи Бекташвили и годом Ахи Эврана, объявленным президентом Турции, реализованные во многих странах проекты принесут благословение и радость Рамазана. TİKA bu sene 87 ülkeye Ramazan paketi dağıtmaktadır. Kırgızistan bildiğiniz üzere bizim için, Türkiye için çok önemli bir ülkedir. Burada da 3000 aileye... В этом году в Турции объявлено юбилеи турецких мыслителей, как Ахи Эвран, Юнус Эмре, Хаджи Бекташвили. И как вы можете здесь увидеть их хорошие слова о жизни. Например, слова Хаджи Бекташа: «Давайте станем едины, будем великими и сильными». Например, Юнус Эмре, он как философ говорил: «Идите к нам, давайте дружить, и наша работа будет легче. Давайте будем любить друг друга и будем любимы. Мы в мире в этом не вечны». Да? В этом году мы в Кыргызстане 3000 коробок раздаем. Наших партнеров в этом году выступает Национальное общество Красного полумесяца Кыргызской Республики. Пользуясь случаем, мы им тоже говорим свои слова благодарности, что они нам помогают эти коробки донести до вас. Спасибо большое. Осман Уста добавил, что помощь Турции Кыргызстану будет продолжена. В свою очередь, вице-президент Красного полумесяца Кыргызстана Дженгиз Джакыпов поблагодарил турецкий народ и ТИКа за поддержку. Он отметил: «Я хотел бы поблагодарить Турецкую Республику, ТИКа, Красный полумесяц Кыргызстана и 1350 нуждающихся семей за их поддержку. Это незабываемый поступок. Дружественные и братские страны помнят и поддерживают кыргызский народ в это тяжелое время». Жардамдар жалгыз бой энелерге, көп балалуу энелерге, оор кырдаалда калган кишилерге жардам көрсөтүлөт. И карыларга да бери таркатылат. Бүт Кыргызстан боюнча. Ушул эмени пайдаланып, ТИКа уюмунун жетекчисине Осман Устага чоң ыраазычылыгын билдиргим келет. Биздин иш-чараларыбыз мындан көп уланып кете берсин. Чоң рахмат ТИКа уюмуна. Эми бул эки түрк туугандардан келип бизге жардам берип аткан үчүн чоң рахмат, Алла ыраазы болсун, иштери ийгиликтүү болсун, ойлогон иштери ишке ашсын, ден соолуктары чың болсун. Ушу Рамазан айында бергендер үчүн Алла ыраазы болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, үйүңүздөрдө бактылуу болсун.
На следующий день ТИКа в рамках программы «Дастархан Эренлер в Рамазане» продолжила продовольственную помощь еще 1000 нуждающимся семьям через Министерство здравоохранения и социальной защиты Кыргызстана. Координатор программного офиса ТИКа в Бишкеке доставил министерству посылки с основными продуктами питания, а также маски и антисептики. Получив ящики с гуманитарными материалами, министерство организовало официальную церемонию вручения и программу раздачи в центральном Первомайском районе Бишкека с участием нуждающихся граждан. В своем выступлении временный поверенный в делах посольства Турции в Бишкеке Екта Камил Ноян заявил, что по линии Управления по делам религии Турции и ТИКа Кыргызстану было предоставлено 10 000 коробок с продовольственной помощью во время месяца Рамазан. Өткөн жума Түркия Диянат фонду менен биргеликте 4000 жакын азык-түлүк кутусу тараттык эле. Мына бүгүн ТИКа Түркиялар кызмат агенттиги менен 3000ден ашык куту таратылып баштап атат. Андан сырткары кийинки жума Түркия Диянат фондунан дагы таратылат. Мындай 10 000 жалпы азык-түлүк кутусу таратылмакчы Кыргызстанда Түркиянын атынан. Бул 10 000 деген 40 000 кишиге пайдасы тиет деген түшүндүрөт. Бул жылы 2021 жылы Түркия үчүн дагы өзгөчө бир жыл. Президенттин указы менен түрк ойчулдары Юнус Эмренин жылы, түркчө жылы жана Ахи Евран ойчул жылы, юбилей жылы деп белгиленген. Ошондуктан ТИКанын дагы таратуудагы концептинде Эренлер дастаркону, мындайча айтканда, атактуу ойчулдардын дастаркону ошолордун урматына бул уюштурулуп жатат. Кыргыз элинде ушул биз өзүбүздүн эмелер менен бөлүшүү бизге дагы абдан чоң кубаныч тартуулайт. Орозоңуздарды дагы бир жолу куттуктайм, маарек болсун, айтка баарыбыз аман эсен жетүүгө насип болсун. Бар болуңуздар, сак болуңуздар. Ноян поблагодарил тех, кто внес свой вклад в раздачу помощи от ТИКа, и что для них это было радостью поделиться с братским кыргызским народом. Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтунбекова отметила: Урматтуу коллегалар, урматтуу биздин өнөктөштөр, биздин министрлик көп жылдан бери атайын ортодо түзүлгөн келишим негизинде кызматташып келебиз. Жогоруда айтып кетти, пандемия учурунда былтыр ушул жылы баарыбыз үйдө камалып жатканда ушул айлар болчу. Жакшы жардамдарды алып, ошо кызматташуунун негизинде иштештик. Бардыгы 5000ге жакын жардам алганбыз. Ушундай мына бүгүн дагы ушу Бишкек шаарына 1000ге жакын продуктовый ушундай азык-түлүк келип атат. Ал өзүнүн ордунда таап атат, себеби бизде 100 000ден ашуун үй бүлө жакыр деп бүгүнкү күнү 355 000 балага атайын жөлөк пулдар төлөнүп турат. Алардын берилген акчасы дагы абдан аз болот. Азыркы күнүнө продуктылар кымбаттаганда бизге дагы бул Орозо улуу айында дагы эң туура жакшы чечим болду. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошо баардыгыңыздардын ушул айда кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул Кудайдан тилеген тилектериңиздердин баардыгы кабыл болсун. Азыр айтып кеткендей, ушул айыбыздан аман эсен, күндөн аман эсен чыгып, элибиз аман болсун, тынчтыкта жашайлы. Биз дагы ушул ортобуздагы мындан тышкары дагы биздин түрк мынакей больница боюнча дагы атайын кызматташканыбыз бар. Мындан тышкары дагы ошол эле биздин жаңы конуштарда, айыл жергелеринде атайын мобилдик клиникалар бар. Ошолор менен дагы атайын кызматташып аттык эле. Биздин боордош ошо түрк эли менен чогуу. Алар да жолдо келатат, жакында жакшы жаңылыктар болот. Ошолордун кызматташтыгыбыз аша берсин, ийгиликтерди каалайм. Анан кыргыз элинде тынчтык болсун. Биз ошо Также Солтунбекова выразила благодарность за оказанную помощь Турции. Да примет Аллах пост и намерения всех мусульман доброго Рамазана, сказала Ализа Солтунбекова. Координатор программного офиса ТИКа в Бишкеке Осман Уста раскрыл смысл статей, заложенных в концепции ТИКа Эренлер Софраси в этом году. Он заявил, что 2021 год был объявлен президентом Турции годом Юнуса Эмре, годом Хаджи Бекташа Вели и годом Ахи Еврана. Осман Уста заявил, что Турция в этом месяце Рамазан оказывает помощь продуктами питания 87 странам мира. Помощь Турции Кыргызстану будет продолжена.
Уважаемые жители города Бишкек, конечно же, позвольте вас всех поздравить с праздником, который сейчас проходим, да, через все наши непростые испытания. Все равно Кыргызстан – страна, которая с открытым сердцем принимает помощь. Мы благодарны нашим партнерам. Кыргызстан – это страна, которая принимала очень много людей, да, во время многих событий, да, и в 30-е годы, и в 41-е, и 45-е стала домом и для детей, да, блокадного Ленинграда, и стала домом для многих-многих людей, для тех же наших братьев-казахов. Да. Сегодня Кыргызстан и жители Кыргызстана, да, нуждаются в помощи, но мы очень надеемся, что наша страна будет процветать благодаря таким партнерам, благодаря таким братским странам, которые продолжают вот эту постоянную помощь. Я думаю, что мы в ближайшее время должны встать на ноги и стать сильной страной. Всем вам желаю здоровья. Давайте все пройдем через этот непростой период ковида здоровыми, самое главное, чтобы в наших семьях было все хорошо. И, Лиза Карбековна, спасибо большое, что также мы продолжаем нашу совместную работу. Спасибо огромное партнерам всем. Я думаю, что самое главное, что мы есть друг у друга, это самое большое богатство, дружба наших стран и партнерство. Благодарю. Мы сегодня организовали передачу данных подарков жителям Первомайского района. За что хотелось бы, конечно, поблагодарить от чистого сердца от имени жителей Первомайского района, от имени администрации, от себя лично хочу поблагодарить руководителей ТИКа, представителей, координаторов в Кыргызстане. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Хочу всех также поздравить со священным месяцем Рамазан. Пускай в каждом доме будет добро. Ислам начинает с подготовки отдельного человека, рассматривая его в качестве одной из первичных ячеек, из которых складывается семья, общество и народ. Отдельный человек является основополагающим элементом, и из таких элементов складывается большое здание развивающегося и гуманного общества. Конечно же, окружающая среда оказывает наибольшее влияние на формирование ребенка, благодаря которому он может принести пользу своей родине и своему обществу. Воспитывая наших детей, мы готовим для жизни хороших членов общества, что и является целью исламского воспитания. Ислам побуждает к приобретению знания и обучению, а поиски знаний являются обязанностью каждого мусульманина и мусульманки. Исламское воспитание направлено на обретение знания, приносящего пользу отдельному человеку, счастье обществу и мир всему миру. Пророк Мухаммед очень любил своих детей, сажал на колени, играл с ними. Как-то к нему подошел житель пустыни и заявил: «Как вы можете целовать детей? Мы никогда не ласкаем своих детей и воспитываем очень строго». На что Мухаммед ответил: «Что я могу сделать, если Аллах лишил тебя любви и милосердия?» Пророк призвал желать детям только счастья и добра и категорически запрещал как-либо проклинать их. Милосердие – сильное человеческое чувство, объединяющее между собой людей и побуждающее их к благу и человечности. Уважаемые зрители, учитывая, что сейчас месяц Рамазан, мы вам покажем сюжет, как воспитываются и готовятся девушки Кыргызстана к будущей взрослой жизни. Съемочная группа «Мост дружбы» побывала в Центре развития женщин Хисабинд Зайд Аль-Тали в Бишкеке, который занимается воспитанием и обучением Корана, а также таким специальностям, как швеи и кулинарное дело молодых девушек. Формирование духовно-нравственной культуры лежит в основе современной системы воспитания подрастающего поколения.
Особенно важным является развитие этого осознания, когда у молодых людей идет интенсивный процесс развития и формирования личности. В этом периоде мы должны помогать им вырабатывать нравственные нормы поведения в обществе, активную жизненную позицию. Наряду с получением фундаментальных знаний у молодых необходимо формировать такие человеческие качества, как милосердие, сострадание, доброта. Без этих качеств человек не сможет найти себе место в обществе, и это должно быть призванием. Аня Юрхановна, скажите, пожалуйста, чем занимается ваш центр? Основная цель нашего центра, Центр развития женщин Хисса бин Заид аль-Талиб, это внесение вклада в повышение роли девочек и женщин в современном обществе, в содействии роста духовного, культурного, а также интеллектуального потенциала женщин-мусульманок. Мы готовим девочек к будущей семейной жизни, как активные члены общества, а также прививаем любовь к родине, любовь к нашей стране. Здесь у нас дают девочкам правильное направление, правильное воспитание, что будет способствовать нашим девочкам, будущим выпускницам, грамотно мыслить, быть высокоинтеллектуальными девушками. Также здесь мы обучаемся всем знаниям шариата, плюс швейным навыкам, что позволяет быть не просто человеком, который знает свою религию, но также он освоит те навыки, которые помогут ему, девочке, зарабатывать себе на жизнь путем труда. Параллельно они обучаются нравственным устоям. То есть это уважение взрослых, да, старшему, да, уважение родителей, а также патриотизму обязательно, толерантности, гуманности. Да? То есть так как мы живем в стране, где проживают не только мусульмане, у нас проживают много представители других религий и многонациональные конфессии. Поэтому у нас девочки разносторонне развиваются, расширяем кругозор. Наши девочки готовятся к активной жизни, получают всестороннее развитие. Да. Это моя инициатива, это не просто так получилось. На самом деле к этому мы шли очень долго, можно сказать, лет 6-7 мы готовились. И реализовать тоже было нелегко. То есть готовить эти соответствующие документы. У нас имеется лицензия с Министерства образования Кыргызской Республики, а также устав, зарегистрированный Государственной комиссией по делам религии Кыргызской Республики. То есть официальный порядок? Да, все документы мы, альхамдулилля, получили. А также построили наш центр. А так девочки у нас, альхамдулилля, учатся до конца, получают сертификаты. И есть даже желающие, которые уже работают. Мы можем с трудоустройством помочь, если есть желание. То есть мы стараемся работать всесторонне. Мы знаем, что религия ислам, она несет мир. Само слово «ислам», «салям» от слова «салям» означает «мир». То есть ислам несет мир, добро. Поэтому я бы не хотела просвещать, например, девочек через интернет, да, то есть чтобы они там учились. Я бы хотела призывать, чтобы они могли получать образование именно об исламе, через официальные организации, официальные институты, да, официальные курсы, определенные образовательные центры, да, обучались. На самом деле ислам несет добро, обучает к нравственности, заботе о слабых, уважению старшим, толерантности, а также гуманности, да. То есть все, что мы знаем, высокие нравственные ценности заложены в исламе. И это никто не может отвергнуть, но на самом деле, кто просвещен, кто получал образование, мы все понимаем, что религия никогда не учит жестокости,
унижению или еще что-то плохому, то, что мы сейчас видим как бы или слышим, да, через СМИ, через какие-то недостоверные источники. У всех Бог один. И в Библии написано: не убей, не кради, не обижай, да? Я считаю, в первую очередь религия ислам несет мир. Как само слово вот ислам, салям, от слова салям, несет мир, добро всему человечеству, всему миру. А также в Коране первый аят, это был аят Икра. Икра означает «читай». Аллах Субхану ва Тааля призывает всех прям до судного дня человечества, каждого, да, к просвещению, обучению. Некоторые очень меня что огорчает, они считают, что женщины-мусульманки, они какие-то невежественные, какие-то закрытые. Может, просвещения мало, пропаганды мало. Вот они думают, что женщина одела платок, она должна сидеть дома, она бедно не имеет никакие права, никакие права учиться. На самом деле в исламе, знаете, если изучить хорошенько, там все, что сказано в исламе, для повышения роли женщины. То есть женщина, она ценится, девочка, она ценима, она любима, ее уважают. В первую очередь это родители. Она выходит замуж с благословенностью, да, то есть родитель благословляет, да. Она выходит замуж, и муж также как бы бережет ее, да. Она, если у нее есть желание учиться, никто не может запретить. То есть ни мать, ни отец, ни муж. Но есть определенные как бы границы, определенные есть. Но все это во благо женщины, чтобы ее не оскорбляли, чтобы ее не унижали, чтобы она не оставалась в неудобном положении, да? То есть, если хорошенько изучить ислам, мы видим, что ислам заботится о женщине. И не только женщина, а человечество. Да. Ну почему? Потому что когда мы знаем, если женщина уважаема, любима, ценима, да, женщина, она... А мир держится на женщине. Да, она воспитатель, она мать, она хранительница очага. Поэтому очень важно донести нашему обществу, что женщина в исламе, она всегда ценится, ее уважают, она имеет право учиться, она имеет право работать, она имеет право, в конце концов, водить машину, да, путешествовать. Но есть определенные свои как бы нормы. Поэтому нам бы хотелось, чтобы больше, чтобы наши девочки обучались, получали образование. Да, правильному исламскому образованию. И таким образом мы можем не просто одевать платок, не просто читать намаз, мы можем быть равноправными членами нашего общества, нести вклад. То есть мы можем работать учителями, я не знаю, там... В любой сфере. Да, в любой сфере, которым не запрещено, где не унижают ее, где она может свой потенциал в полном, как бы, да, реализовать в полном праве, да. Поэтому очень как бы хочется сказать, что ислам — прекрасная религия, призывает к просвещению и добру. И у нас, альхамдулилля, кадры, профессионалы своего дела. Они получили, есть устазы у нас, которые исламский университет в Кыргызстане закончили, исламские институты, да, а также в Стамбуле обучались. Альхамдулилля, у нас преподавательский состав, устазы с опытом. То есть методика обучения профессиональная? Да, альхамдулилля, профессиональная. И очень важно еще, что нужно отметить, это все наши преподаватели, устазы, женщины. Знаете, месяц Рамазан — это один из самых прекрасных месяцев для мусульман. Почему? Потому что мусульмане ждут месяц Рамазан в течение, можно сказать, 11 месяцев. Потому что месяц Рамазан — месяц очищения.
Месяц, духовно, морально, да, и физически. И, конечно, и физически. Знаете, когда к этому прекрасному месяцу подходишь с осознанностью, с любовью, ты его встречаешь, да, вот с ответственностью, с любовью, с трепетом. Потому что знаешь, что месяц Рамазан — месяц добра, месяц прощения, да, месяц гуманности. Ты знаешь, что месяц Рамазан, что Аллах прощает грехи людей, да, грехи мусульман. Аллах принимает наши дуа, Аллах принимает наши покаяния, наши молитвы. Поэтому месяц Рамазан — это самый прекрасный, уникальный месяц. И все мусульмане в одно и то же время встают на сухур, делаем ифтар, приглашаем на ифтары, да, делаем добро, разные благотворительные мероприятия какие-то проводятся часто в месяц Рамазан. И, конечно, месяц Рамазан — это месяц духовности. Ну, мои пожелания всем мусульманам, как бы, да, и всему человечеству желаю добра, чтобы у нас было добро больше. Потому что когда у нас нет добра, нас одолевает совсем другое. Поэтому добро — это позитив, это улыбка, да, улыбка детей. Поэтому я бы хотела пожелать много добра в этот месяц Рамазан, чтобы мы могли провести плодотворно, чтобы она могла нам дать еще больше энергии в течение других месяцев. Да? Поэтому хотелось бы пожелать всем добро, любви. Посетить родителей. Ну, конечно, вот то, что мы призываем к добру, это говорит о том, что не просто к себе быть добрым, да, это по отношению к своим родителям, к родным, близким, а также это малоимущим, сиротам, да. Поэтому хочется, чтобы больше было добра в обществе у нас. Атым Умурзакова Жазгөл, Хисабин Заид аялдар өнүктүрүү борборунда устаза болуп иштеймин. Кудайга миң мертебе шүгүр, ушу улуу Рамазан айына жеткиргенине бүткүл момусмандарды ушу кирип келген Рамазан айы менен куттуктап кетемин. Баарыбыздын ой максаттарыбыз, тилектерибиз, дуаларыбыз, ибадаттарыбыз кабыл болсун. Ошондой эле кыргыз элиме биринчи байлык ден соолук дегенде баарында бекем ден соолук каалаймын. Тынччылык болсун өлкөбүздө, береке, бейиз болсун, баарыбыз ой максаттарыбыз таза болуп, баарыбыз тилегенибиз жакшылык эле болсун. Уважаемые братья и сестры, поздравляем вас с наступлением Рамазана, священного месяца, месяц которого целый год мы все мусульмане мира ждали так долго, да? И альхамдулилля, что мы до этих дней смогли дожить, что Всевышний нам позволил увидеть еще один Рамазан, получить все блага этого месяца, чтобы мы не служили не только во благо себя и своей семьи, также и служили во благо общества, во благо нашей страны, Кыргызстана. В Кыргызской республике в селе Фрунзе есть крупное предприятие сельскохозяйственного сектора, которое вносит важный вклад в развитие сельского хозяйства и внутреннюю продовольственную безопасность нашей страны. Агрофирма «Чебрец» представляет собой группу компаний под брендом «Чебрец» и фабрику мучных изделий «Ролла». Охватывает такие отрасли экономики, как растениеводство, животноводство, переработку молока и зерновых культур, производство и торговлю.
Фабрика мучных изделий «Ролла», входящая в агрохолдинг, является одним из крупнейших производителей муки и макаронных изделий по республике. Сегодня предприятие располагает современным мукомольным комплексом, цехами по выпуску макаронных изделий в широком ассортименте, собственным автопарком логистической службы.